Кахым Туря в седле, под ним скакун. В середине лба того скакуна звезда Урай. Кахым Туря, наш отец, он с народом говорит. Эх, да и держит он в руке своей Курай. Это слова народной песни о Кахым Туре, башкирском воине, который проявил героизм в Отечественной войне с Наполеоном и о котором до сих пор слагают легенды. Хотя и сегодня его биография остается неизученной до конца. Добрый вечер. Это цикл программ «Ислам и Россия. 1400 лет вместе». Он посвящен непростой и порой трагичной, но нашей общей истории. Его герои – выдающиеся личности, которые оказали влияние не только на своих единоверцев, но и на всю страну в целом. Сегодня речь пойдет о башкиро-мещерятском войске, подразделении в армии Российской империи, которое полностью состояло из мусульман. Оно сыграло ключевую роль в освобождении страны и Европы от Наполеона. В начале 19 века оно уступало по численности лишь Великому войску Донскому. Это подразделение было учреждено в 1798 году и просуществовало до 1865 года. Оно участвовало во всех походах и войнах того периода. Первое поколение всадников и офицеров, помнившее кровавые подавления многочисленных выступлений против царизма и христианизации, само еще успело принять участие в войне под руководством Емельяна Пугачева и Салавата Юлаева, а уже их дети брали Берлин и Париж. Он был уральским беркутом рожден. Как беркут был он смел, горяч как пламя. Когда он в бой летел на скакуне, из-под копыт летели в небо камни. Еще одна песня о Кахым Туре. На самом же деле Кахым Мурзашев родился в селе Аюсы Стерлитамакского уезда Оренбургской губернии в 1778 году. По легенде, уже в 22 года он стал полковником. Однако это только легенда, а по факту молодой башкир получил военное образование и командовал сотней. К 1812 году уже имел опыт сражений. Именно тогда Наполеон повел свою великую армию на Россию. В то время Россия была сословным государством, что-то наподобие кастовой системы в Индии, только в более цивилизованном виде. Сама организация войска поставила башкир, мещеряков и тептерей в особое положение. Они стали полупривилегированным сословием, то есть их статус был выше, чем у основной массы населения. Таким образом, особый статус получила почти половина мусульманского населения России. Все они относились к этим народам. Элита войска формировалась в известных учебных заведениях страны. В стенах Неплюевского кадетского корпуса в Оренбурге, Казанского университета, специальный поток военных медиков. Отдельные представители учились в столице, в Петербургском Павловском кадетском корпусе. Классическое образование плюс национальные традиции – этот коктейль не раз сыграет важнейшую роль в истории этого народа. Амух-Дюнох, северные Амуры. Такое прозвище башкирские воины получили от французских солдат. Война с Наполеоном для башкир-казаков началась раньше, чем для основного войска. Еще в 1811 году были сформированы два мещерятских полка. Европейцы были поражены. Эти воины были совсем не похожи на современных солдат, скорее на войска Аттилы. Со скоростью молнии они вылетали из леса, высыпали во врага целый шквал стрел и исчезали. Почему стрелы? Давайте адресуем этот вопрос нашему постоянному эксперту Ахмату Макарову. Добрый день, Ахмат. Почему такой архаичный вид оружия? Вы знаете, во-первых, начнем с того, что башкиры прекрасно умели пользоваться луками со стрелами. Это первая причина. Это умение оттачивалось веками. Во-вторых, наверное, все-таки император не особо стремился вкладываться в новое вооружение. Кстати, не все башкиро-мещерятское войско было вооружено луками и стрелами. Например, башкиры были вооружены самопалами. То есть вполне нормальным кремневым оружием. Ну и в-третьих, дульнозарядное кремневое ружье или пистолет не отличается скорострельностью, в отличие от лука, который, извините, можно десятка стрел в минуту выпустить. Да и точность тоже не такая уж высокая, положим. Я слышал, что у башкир были какие-то особые лошади. Низкорослые, очень выносливые, немножко косматенькие такие. Но кроме этого, самое главное, что они без стоевого содержания, достаточно неприхотливы и не требовали какого-то особого питания. В общем, самое то для партизанской войны, особенно зимой. Кахым Туря, герой в седле сидит и у взятых в плен допрос ведет. Француз-майор пред ним стоит, и дрожь его со страхом бьет.
Так рассказывает легенда о бравых подвигах Кахыма Мурзашева. Говорят, его искренне боялись французы. Одним своим видом он наводил ужас на самых отважных наполеоновских солдат. Не зря, опять же по легенде, его как-то вызвал к себе сам Кутузов и лично похвалил за удаль. «Любезные вы мои башкирцы-молодцы». Именно после этого случая воины и стали называть его Туря, то есть начальник. Когда Великая Армия отступала из Москвы, Наполеон велел своим солдатам взорвать Кремль и другие важные здания города. Еще немного, и главная историческая русская постройка исчезла бы с лица земли. Но в этот момент в древнюю столицу ворвались отряды казаков, башкиро-мещерятских и крымско-татарских конников. Они не только изгнали из Первопрестольной остававшихся в нем французских мародеров, но и проводили наполеоновское войско в Европу, на население которой они навели ужас. По городам и селам поползли сплетни о том, что они якобы питаются неприятелем, и особенно охотники до детей. Прихода страшных Амур-Дюнор ждали как чумы. Выгнав Наполеона из Москвы, Александр I был удовлетворен результатами войны и думать о ней забыл. И именно Мурзашев предложил императору отправиться походом на Париж. Это уже не легенда, а опера башкирского композитора Загира Исмагилова. Согласно либретто, никто иной, как отважный полководец, убедил царя развить успех российской армии в Европе. Вот гравюра французского художника. Она красноречиво говорит о том, чем обернулся приход башкир в Европу. Жители Парижа и других европейских городов увидели вежливых, воспитанных и улыбчивых воинов. Вот как вспоминал об этом генерал Раевский. Вскоре невинное простосердечие сих людоедов совершенно рассеяло всякое сомнение. В сомкнутых рядах в своих национальных нарядах проходили башкирские полки по улицам городов Европы. В одном из городов Германии их воочию увидел один из самых известных немцев. Это событие осталось в истории. Иоганн Вольфганг Гёте, великий немецкий писатель, автор бессмертных произведений. Он лично познакомился с башкирскими воинами и принял участие в намазе. Об этом писал сам Гёте, а позже Ахмед Заки Валиди, чей родственник был военврачом в этом полку. Еще одним знаком Всевышнего было для него событие, происшедшее в январе 1814 года. Тогда ему довелось посетить совместную молитву башкир-мусульман, служивших в русской армии. Моление прошло в протестантской гимназии в Веймаре. В письме к Требру от 5 января 1814 года Гёте пишет следующее. «Говоря о пророчествах, должен тебе сказать, что сегодня происходят такие вещи, которые ранее пророкам не разрешили бы даже и произнести. Кто бы позволил еще несколько лет назад высказать предположение, что в нашей протестантской гимназии может проводиться магометанское священное богослужение и будут читаться суры из Корана. И все же это произошло, и мы присутствовали на богослужении у башкир, видели их муллу и приветствовали их князя в театре. А некоторые из наших особо религиозных дам даже заказали в библиотеке перевод Корана». Башкирские воины подарили Гёте лук и колчан со стрелами. Этот презент до сих пор хранится в одном из музеев Европы. В других коллекциях выставлены картины, сделанные европейскими мастерами, которые изображают северных амуров. А вот еще один башкирский памятник в Европе – стрела. Она украшает купол церкви в немецком городе Шварц. Кто-то из воинов выпустил ее в 1814 году во время заграничного похода. Многие башкиры получили в те годы боевые награды, в частности, серебряную медаль в память о войне 1812 года. А конники 9 башкирских полков были награждены еще и медалью за взятие Парижа. Мусульмане, мамлюки и польско-литовские татары были, кстати, и в составе Великой армии Наполеона, с которой он покорил почти всю Европу. Такого статуса, как башкиры, они не имели и в истории почти не запомнились. Встречались ли единоверцы в ходе европейских сражений, остается неизвестным. Вот так, совместив национальные обычаи и опыт воинов-предков с современным европейским образованием и манерами, башкиры стали настоящей находкой для России. Они оставили огромный след в отечественной истории и навсегда стали частью европейской. Мы достоверно знаем, что Мурзашев погиб в 1813 году. По легенде, его отравил завистливый полковник. Перед смертью он якобы призвал свою мать и спел ей: «Если сегодня ночью я умру, вырыйте глубокую могилу, поставьте на ней камень и имя мое напишите на нем». Монумент Кахыму появился только в 2006 году. На его родине открыли стелу, посвященную герою. Но еще раньше памятник башкирскому воину воздвиг народ в песнях, стихах и легендах. В 20 веке была написана упомянутая опера Исмагилова «Кахым-Туря», которую ставят и поныне в разных театрах. А недавно был создан еще и одноименный спектакль, получивший премию «Золотая маска». Потомки самого Кахыма Мурзашева и сегодня живут в его родном ауле. Пусть сведения о храбром Кахым-Туре мы вынуждены черпать из легенд, которым почти нет фактических подтверждений.
Но без сомнения его фигура – это собирательный образ героического и отважного башкирского народа. Впереди еще немало тайн и неизвестных подробностей истории нашей страны и ее мусульманских народов. Мы расскажем о трудном пути от Руси к России, то, чего еще никто не рассказывал.